Крис, сегодня ты очень много раз играл головой, я запомнил 2 раза. Это когда ты забил гол и когда ты получил травму. Тебе хоть что-то запомнилось? Я вспоминаю все до того момента, как все стало передо мной черным. Самое главное, что мы выиграли. Что касается непосредственно твоего здоровья, очень много разговоров было, все практически не знали, что с тобой происходит, унесли на носилках, сейчас ты жив-здоров, разговариваешь. Можно сказать, что как ты себя чувствуешь и вообще, что врачи говорят? Но это можно назвать небольшой мигренью, потому что в том моменте я хорошо выпрыгнул, хотел побороться за мяч, противник был передо мной, фактически я ударил ему головой в затылок. Поэтому удар был сильный, да, но сейчас у меня просто небольшая боль присутствует в голове. Что-то до такой степени испугался за тебя, и информация была не такая маленькая, что он в интервью сказал, что ты потерял сознание и до сих пор в себя не пришел. Но судя по всему, что мы с тобой разговариваем, он ошибался. Не, ну в начале, в моем положении, которое было в начале, можно было с Олегом согласиться, потому что когда ты в нокдауне, тяжело что-то понять, ты не знаешь, где ты находишься. Но впоследствии я как бы совзялся, да, и принял происходящее уже, да, за действительность, уже нашел силы, и сейчас я прекрасно чувствую. Хорошо, до того момента, когда все стало черным, как бы он охарактеризовал матч, как он шел, первый тайм? С самого начала мы двигались очень, мы, как сказать, пропотели, да, мы действовали очень агрессивно. И просто нам не доставали в первом тайме, нам не доставали и в начале второго не доставало забить этот гол, первый гол забить. Но потом мы все-таки дожали соперника, нам удалось реализовать первый свой момент, а там уже и второй момент, он, в принципе, через какой-то короткий промежуток времени мы тоже реализовали.